Добрый вечер. Нас немного осталось, но тем не менее я хотела бы рассказать вам о некоторых особенностях сложных глаголов башкирского языка. Речь буду держать недолго. В общем, проблема словообразования сложных глаголов в башкирском языке, также и в тюркском языкознании, является одной из наиболее трудных и в том же числе недостаточно разработанных проблем. В современной тюркологии до сих пор еще нет единого определения сложных глаголов и термина для их обозначения. Допустим, в грамматике современного якутского литературного языка указывается, что сложные глаголы образуются при помощи присоединения вспомогательных глаголов к именам существительным, прилагательным, числительным, местоимениям, наречиям, междометиям и инфинитивной форме русского глагола. По мнению татарского языковеда Ганиева, именной компонент сложных глаголов чаще всего выражается существительным и прилагательным. В качестве глагольного компонента выступают вспомогательные глаголы. Хочу сказать, что сложные глаголы были исследованы в тюркологии, в алтайском языке Тебыковой, в казахском языкознании Касымовой. Также в турецком языкознании имеются ряд таких исследований. Но в башкирском языкознании частично они были затронуты такими учеными, как Дмитриевым, Юлдашевым и Ахтямовым. Ахтямов, внесший большой вклад в изучение словообразования башкирского языка, рассматривает два вида сложных глаголов. Это первый – сложные глаголы, образованные путем присоединения вспомогательных глаголов к неглаголам, и второй – сложные глаголы, образованные путем присоединения вспомогательных глаголов к деепричастным формам глагола на п, эп, эп, оп, эп и п. К вспомогательным глаголам, которые присоединяются к неглаголам, он относит итеу, булеу, калеу. Сейчас мы сегодня подготовили доклад на те сложные глаголы, образованные путем глаголы к неглаголам. То есть первый компонент являются именные компоненты, то есть имена существительные, прилагательные и так далее, и вторые вспомогательные глаголы. А то, что второй вид сложных глаголов, который образованный глагол плюс глагол, то есть первый компонент – это деепричастная форма глагола, и второй – деепричастный, то есть вспомогательные глаголы. Хочу сказать, что и первый вид, и второй вид сложных глаголов, как я уже говорила, до настоящего времени еще не решен. Отсутствует четкое лингвистическое определение и их роль в языке. Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению сложных глаголов, типа неглагол плюс глагол, проследим, как образуются сложные глаголы. Сложные глаголы в роли первого компонента выступают в большинстве случаев имена существительные, прилагательные и так далее. Из них наиболее продуктивными являются существительные и звукоподражательные слова, а менее продуктивными прилагательные, а вообще малопродуктивными наречия, числительные и предикативные слова. С точки зрения генезиса, первыми компонентами в большинстве случаев выступают исконно башкирские слова. Определенный пласт первых компонентов сложных слов составляют арабские и персидские заимствования, как «үмүт надеяться, дуга кылу, молиться и другие. Заимствования из русского и через посредство русского языка также выступают первыми компонентами сложных слов, например, аккомпанировать итеу, буксовать итеу и так далее. По структуре первые компоненты сложных глаголов могут быть непроизводными, например, юг итеу, могут быть и производными, например, батыр сылык итеу, а от производных аффиксов, значит, сылык итеу, и сложными, мельт-мельт итеу, например. Сложные глаголы, образованные от неглаголов, могут быть как переходными, например, ижат итеу, фаш итеу, так и непереходными, например, хараб булу.
Из вспомогательных глаголов наибольшую активность проявляют слова «булау», «быть» и «теу», «делать». Например, «агашик булау», «кыпкызыл булау», «юк булау», «байрам итеу», допустим, «юг итеу». И несколько реже употребляются слова «килеу», «калау», «яхау», «биреу», «алау», «халау» и «куреу». Искаков в своей монографии о морфологической структуре слова приходит к такому выводу, что характер сложных глаголов зависит от специфики вспомогательных глаголов. Семантика вспомогательных глаголов «итеу» и «калау», «булау» значительно шире, чем, например, глаголов «куреу», «яхау», «биреу», «алау», «халау». Нужно отметить, что употребление вспомогательного глагола «итеу» по сравнению с глаголом «килеу» также не одинаково. Допустим, если с вспомогательным глаголом «итеу» могут употребляться почти все звукоподражательные слова, одни из которых выражают интенсивность, а другие неинтенсивность звукового явления, то «килеу» входит в сочетание лишь с теми словами, которые выражают интенсивность. Объясняется это тем, что вспомогательный глагол «итеу» придает словосочетанию значение пассивности действия, и поэтому оно согласуется со всеми словами, выражающими и интенсивность, и неинтенсивность. Употребление же вспомогательного глагола «килеу» в словосочетаниях связано с передачей активного действия, вследствие чего сочетание его со словами, выражающими неинтенсивность, несовместимо. Оно входит в связь только с теми из звукоподражательных слов, в значении которых наличествует интенсивность. Например, «шарт шорт итеу», допустим, «трещать», и «шарт шорт килеу». Можем сказать и «шарт шорт итеу», «шарт шорт килеу». Из них употребляются более часто «шарт шорт килеу», «зыр-зыр итеу», «зыр-зыр килеу», «тук-тук килеу», «гөрс итеу», «гөрс-гөрс килеу» и так далее. Башкирские слова, с которыми употребляется глагол «итеу», сводятся в основном к производным существительным, имеющим аффикс «лак». В случае, допустим, число их тоже не очень много. В случае вроде, допустим, «кунар итеу», то есть употребление других форм без аффикса «лык» башкирских существительных с «итеу» единичный, а глагол «килеу» вообще не сочетается как с заимствованными, так и с башкирскими именами. Он употребляется только со звукоподражательными словами. Кроме того, если сочетание имен с «итеу» дает чаще переходные глаголы, то сочетание звукоподражательных слов с «итеу» всегда образует непереходные глаголы. Я хочу отметить, что вспомогательный глагол «итеу» он образован от основы древнего формы глагола «ир», то есть при помощи аффикс «и» плюс при помощи аффикса «т». Получается, что, допустим, в словах «зурит», «зурайт», например, «тарит», «тарайт», «кубит», «кубейт», «матурит», «матурайт», «караит», «карайт», «шабит», «шабейт», допустим. И по мнению Ганиева, татарского исследователя, ученого, элемент «айт», например, в слове «зурайт», является двухкомпонентной морфемой, состоит из словообразующего аффикса «ай» и аффикса понудительного залога на «т», который иногда может иметь и словообразовательную функцию. И мы разделяем эту точку зрения и считаем, что элемент «айт» не является прямым развитием глагола «ит». Я еще привела тут примеров на то, что с вспомогательные глаголы «итеу», «булау», «килеу», «калау», допустим, они могут сочетаться, допустим, как с русскоязычными словами, то есть, например, буксовать «итеу», гулять «итеу», мобилизовать «итеу». Также с персидскими или же с арабскими заимствованиями, например, хабар итеу, та'фир итеу, хадмат итеу, та'мин итеу и так далее. И очень интересно то, что некоторые сложные глаголы, допустим, как ифбат итеу, табриг итеу, они могут также
употребляться синонимами, как табрикляу, исбатлау и так далее. Но в словах, в следующих словах, например, как буляк, так, в следующих словах, допустим, хабаритеу, игланитеу, байрамитеу, с аффиксой на ла-ля, то есть они не могут быть синонимами, только употребляются со вспомогательным глаголом итеу, талаб итеу и так далее. Это объясняется тем, что эти же глаголы, допустим, гафу итеу, талаб итеу, которые у них нет синонима гаиб иглан лау, например, байрам лау, талаб лау такого не употребляется. В арабском языке они называются маздарами, поэтому они никак не могут сочетаться со словообразующими аффиксами на ла и ля. Также я тут привела, полностью не буду читать, что из вспомогательных глаголов в башкирском языке, допустим, алыу, килеу, также калыу, халыу, хотя в некоторых учебниках и грамматиках названы как вспомогательные глаголы и что могут образовать сложные глаголы, но тем не менее они очень близко стоят к фразеологизмам. Допустим, ифке алыу, юкога китеу, допустим, харакет кекилеу, баш кутереу, күз кысау, баш тартау и так далее, и так далее. Хочу сказать, что данные сложные глаголы, они как компонент сложных глаголов, то есть как единицы сложных глаголов, упомянуты также в турецком литературном языке, в казахском и ряд других тюркских языках. Сложные глаголы, которые образованы путем глагол плюс глагол, то есть первая форма глагол в деепричастной форме и второй вспомогательный глагол, в языкознании, в тюркологии более проблематичной. Почему? Потому что эти глаголы, допустим, в изучении языка, в школьных грамматиках и в школьных грамматиках полностью еще не изучены, потому что когда мы преподаем, допустим, в школьной грамматике или же в вузовской грамматике, там и студентам, и школьникам не преподается, то есть не говорится, что, допустим, барып келеу, укып сығау, түшіп киттеу, илап ебәреу, только упоминаются те глаголы, допустим, состоящие только из одного слова: барып, келеу, юреу и так далее, и так далее. Хочу сказать, что сложные глаголы вообще в языкознании еще требуют очень много, в общем, внимания, и нужно исследовать с разных точек зрения, и в тюркологии этим и они очень актуальны. Вопросы?